команда Стар, Салем же Стар, с вами ваша Сара КС. Кто не в курсе, меня зовут Вероника. Я буду теперь каждый раз так представляться, потому что многие называют меня Николь, но это просто псевдоним. Сейчас, как вы видите по названию, да, это реакция на City Shivers. Я не сильна в английском, серьезно, поэтому даже читать не хочу, но песня просто называется Мо. Пропустим эту часть, может быть, я ее вырежу, и то не факт. В общем, этих ребят, так скажем, вот серьезно, сейчас буду пиарить, реально, пиар-компания началась. Этих ребят мне посоветовал один мой уже реально хороший, близкий друг с Казахстана, Ильхом, я знаю, ты посмотришь, поэтому спасибо тебе большое. Эти песни, этой группы я слушаю, они у меня стоят на повторе, реально, потому что, когда я чем-то занята, вот, ну, песни играют, это именно те песни, которые мне нравятся, потому что, ну, наслаждаешься, сидишь, наслаждаешься, делаешь какие-то дела, и все, в принципе, нормально. В общем, вот, клипы я их еще ни разу не видела, это первый клип, но будем смотреть, и надеюсь, вам понравится, так же, как и мне. А тебе, Ильхом, Хома, просто огромнейшее спасибо. Я не знаю, блин, надо ехать в Казахстан, серьезно. Ладно, смотрим клип, надеюсь, вам понравится. И 1, 2, 3, поехали. Мне уже нравится заставка, в смысле, ну как начало клипа делается. Работа как операторов, да, и монтажеров просто. О. Это прям то, что надо, серьезно. С первых нот уже. Офигеть. Наушник упал. Это смешно. Охренеть!
Не люблю смотреть драки. Такие мальчишки сзади стоят прикольные. Такие лица просто бездонные глаза, не знаю. Уф. Вроде подружки так и дружку отхерачили просто конкретно. Мне кажется, я еще, наверное, раз 500 буду пересматривать этот клип и понимать, о чем тут вообще говорится, потому что, серьезно, я не понимаю. Ну, блин. Это первый, реально, в жизни, первый, не знаю, не в жизни, вообще в моей жизни с Казахстаном, это первый стоящий клип, который я реально хочу советовать всем, и, блядь, смотрите, извините за мат. Потому что это того стоит. Смотрите, какая подача. Как это снято. Это же классно. Серьезно? В каждой стране, я не знаю, реально в каждой стране должны быть такие исполнители. Почему только в Америке такие исполнители? Надо, чтобы в Америке они все были. Вообще, уйдите. А вот именно, чтобы исполнители такие были... Должны быть такие исполнители в каждой стране, серьезно. Именно чтобы потом в будущем сказать, вот эта группа, которая сейчас выступает в Америке, она, блин, с нашей страны, с нашей. Хоть она и поет, как и поют все, но она с нашей страны. Вот для этого это и делается. А я читаю комментарии, тут просто на каждом шагу, как бы, да, копируют Запад. И что? Сейчас половина, блин, вселенной копируют Запад. Посмотрите на Китай, они все копируют. Абсолютно. Их не останавливает это, и на них никто ничего не льет грязь, а наоборот все пользуются тем, что Китай, блин, извините, да, опять производит. Я вот серьезно, я до такой степени вот просто в шоке от комментариев, потому что все такие, вот, типа, фу, не все, типа, не круто, блин, так бредно. Не знаю, сколько тут в мире, сколько-то человек, да, там миллиардов, больше, может быть. У каждого человека есть свое мнение, серьезно. Но говорить, что это тупо чисто плагиат Запада или еще что такого, это как-то немножко, знаете, задевает. Даже меня это задевает, хотя, блин. Все такие странные на самом деле. Я хоть и большая фанатка, допустим, 91, да, но я прекрасно понимаю, что 91 тупо скопировали свой стиль, свою подачу, все, что у них есть, с корейского шоу-биза, серьезно. А корейцы в свое время скопировали, блин, это с японцев. А у японцев это все родилось, так скажем, да. Потому что японцы, блин, они первооткрыватели во всем почти. У японцев появилась первые вот эти вот музыкальные группы, которые, может, не танцуют, но они просто появились. Анимешки они начали создавать именно такие музыкальные группы. А потом уже появились эти музыкальные группы. Поэтому что уж говорить. У каждого идет какой-то плагиат через плагиат, блин, и так далее. Ну, блин, ну просто вот некрасиво, я говорю, читаю комментарии, и некрасиво писать, что это какой-то там плагиат, что это не круто. Блин, у каждого должна быть вот эта музыка. Не должна быть именно какая-то там только тойская, да, там, не знаю, кей-поп, еще что-то. Должны быть и другие направления, чтобы люди знали, что им слушать, потому что люди меломаны, они слушают абсолютно все. Придерживаются абсолютно такого стиля, который нравится именно им. И только благодаря вот этим же группам, которые происходят, их слушают.
Взять в Америке, да, вот в Америке таких групп, да, ну, я не знаю, вот, ну, такого же направления, их тысячи, их, блин, их много. И при этом у каждой группы найдется свой слушатель, даже у тех, которые только гаражная группа играют в гараже, у них даже найдутся слушатели. И этого достаточно для этих групп, понимаете, для как бы... Есть свои фанаты, есть своя поддержка, и этим довольны люди. И каждый, не знаю, каждый человек состоит не только в одном каком-то фан-клубе, да, в каком-то только вот в одном музыкальной какой-то такой вот, ну, части, да, но они состоят и в других фан-клубах и прекрасно сживаются. Но почему-то вот здесь я этого не вижу, я не понимаю, почему так. Почему люди катастрофически, не знаю, как-то негативно относятся к другому всему. Ах. Вот знаете, так подумать, да. Ну ладно, ну допустим, те же самые там какие-то исполнители. Ну кто их в Америке слушать будет? Ну никто их слушать не будет. Ну ладно, пару раз послушали, все забыли, что они вообще существуют. Показали вид, что им это нравится, и все, понимаете, больше нету. А именно вот такие песни, которые с такого направления их будут слушать. У них всегда найдется слушатель, потому что это, блин, было всегда. Я не знаю, это в Америке зародилось, да, и оно всегда было. Я не знаю, там как бы, я вот не все группы как бы знаю, да, вот такого же направления, но самая для меня такая группа, которую я всегда слушаю и возвращаюсь к их песням, это Linkin Park, все. Там как... И все остальные группы, не хочу сейчас правильное название не произносить, да, но должны быть такие группы, к которым люди хотели бы возвращаться и хотели их слушать, потому что со временем музыка не умирает. Она не умирает, серьезно. Вот я, наверное, никогда не пойму вот этих вот негативных комментариев, негативного вообще всего этого, которые люди говорят. Я, наверное, слишком у меня розовый мир, да, и розовые очки на мне надеты, но я хочу, чтобы было все нормально, и люди, чтобы видели, что не только их музыка должна существовать, но и другая. Поэтому надеюсь, что скоро со временем это придет в головы всех людей, и люди начнут слушать именно всю музыку, а не только какую-то часть жанра, да, и будут нормально относиться к другой музыке, и больше не будут писать какие-то негативные, такие поганые комментарии. Я могу, на самом деле, очень много об этом говорить, но у меня свое мнение, у вас свое мнение, и тут как бы все нормально с этим. Поэтому, ребят, серьезно, давайте жить дружно. Угу. Буду прощаться, спасибо, что посмотрели. Если вам интересно еще мое мнение насчет всего этого, вообще-то пишите в комментарии. Пишите ВКонтакте, в Инстаграме, где хотите, предлагайте свои новые реакции, чтобы я сняла, буду смотреть и буду снимать. Всех люблю. Сау.